Assalamu alaikum, dedik duel sürdik masira na ayat masha oil. وعليكم السلام маршал дел дедика масала. Тахануэна козлах июнь шезерт апрел шоду, тойсан сахт шиминуат. Европе, центральноевропейский хейнтиаллавайн, тасахт шиминуат жахарала хейнтиаллавайн, шевега маш оил. Таган лервай стрима цабай твои иссолою на платформе открытого диалога информационно-аналитического центра Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. Ночью стрим на украинская операция «Паутина» и ее последствия. Аяду Идиго, сопредседатель Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. Ночью чуал чуй, руснял чуй комментарии азер и умташаш ларди. Когда был чара, шей хаташ дала язди вой стрим YouTube тяю, TikTok канал тяю, официальный вой президиум правительства страниц Telegram чую. А я так освободил доход душ. Ассаламу алейкум, ами махкой. Алейкум ассалам. Игорь, я шел передачу, пока антизляч тот хол моду удачно сегатеш моду масу. Вайдучдер моду яча, пока ретом эделик дюня тигел дахкач букшпорша. Amma وين خدر خدو وين خوبيت باربو وين ظلم ديردو وموخ بعبيز وين بوخ دا وين تحت ايور زامن وين دوزلش مسو يرناخ صارنا خوبيت باربو وين اتو باشم دوال اذا قاعد دوش دوي دنيا تلاش حال نيسا وش تسلوش تنقدر بتر وقت أمبولا وين مسارنا ظلم خدوشون دير إشتهم دون أقوى دوخ دوتش دو هم نشديت سديس تدولوي هم تدول هالشيء وين خديش دو دنيا تاش دو على دو وردينا خيس وشلاتش دو وردينا ساكرهم يقول دوق تا أمريكا تا أوروبا تا كيتاي درجة ويلوشتو درجة مسمى ودي شهور دو كناخ وين كناخا خيردرا ازدغا دوش ليش اميش دوي اقصن لا وين سنا بيت خربر قيش مرش خلق شلوي صارنا بيد خربر دنيا برات ايدا اتو خليت اميش دوي дешташ. Для тех, кто слушает на русском языке, тоже я скажу несколько слов, что мы здесь обсуждаем проблему глобальную, потому что это глобальные проблемы, которые сегодня существуют в мире, зависит и будущего нашего народа, и всех миролюбивых народов и стран остального мира. Кто этим всем заправляет, кто это все, вот эту погоду устраивает в мире, мы с вами знаем. И поэтому мы вот сегодня говорим здесь и на чеченском, и на русских языках, чтобы можно было всем вам донести нашу точку зрения, пообщаться с вами. Но главное то, что мы знаем, что на днях, вернее 1 числа, Украина нанесла сокрушительный удар по российской армии, так скажем, по России. И нанесла она этот удар вглубь самой России, вплоть до самого Дальнего Востока. Значит, они ударили по 5 стратегическим аэродромам, где находятся атомные и другие, значит, бомбардировщики, несущие эти вооружения или бомбы. И в 4 значит, местах они достигли успеха. И где-то говорят 41 бомбардировщик повредили. Это колоссальная, так сказать, потеря в смысле в военном отношении. Удары совершены, значит, по законным объектам, по тем объектам, которые сегодня и все эти вот последние годы, 2-3 года,
значит, ведут бомбовые удары по жилым массивам, по другим промышленным и другим объектам Украины, нападая на них, незаконно вторгнувшись на территорию суверенного государства. Вот этот вопрос мы здесь сейчас будем рассматривать и с вами обсуждать, что делать нам, что делать, скажем, и украинцам, и какие вот после этого, так сказать, колоссального удара, нанесенного, какие будут последствия. В общем, такая ситуация в основном ищду. Если спросить меня и, наверное, всех тех, кто единомышленник, мы за то, чтобы Украина выиграла эту войну и изгнал со своей территории этих варваров, которые незаконно вторглись на нашу территорию и на другие территории, в Грузию, скажем, нашу. До этого, мы почти 10 с лишним, 10 лет воевали против них, пока не истощился наш ресурс. Однако мы не подписывали с ним никакие договора о капитуляции, не сдавались. Наше сопротивление продолжается сегодня на политической-правовой основе. И наши люди жаждут, восстановления на нашей территории легитимной власти, избранной нашим народом, изгнав оккупантов и их марионеток. Вот какая задача стоит перед нами. Поэтому сейчас вот мы смотрим, как вот идет вот эта вся рутинная работа между, скажем, Русней, как ее называют, и Украиной. Как сюда вмешиваются американские власти, как вмешиваются европейские власти и как они к этому идут. Очевидно, что то, что сейчас совершилось, и мы можем говорить, что 41 бомбардировщик, носителя ракет с атомными боеголовками были повреждены и, они вышли из строя. Но это не окончательный результат. И результат будет, конечно, потом все больше и больше. В Москве там они тоже в панике. Разные их политики или около держащие политики, уже они там на своих этих встречах и, скажем, на телевидении высказываются, что же, как это было, где был, начальник штаба вооруженных сил Герасимов, что там случилось, почему и как. Вот такие вот раздаются голоса, они стараются то, что случилось с ними, сказать, что это мало, так сказать, понесли вред, это небольшой мол вред. На самом деле случилось так. На территории самой России, по всем таким глубинным местам, где находятся эти аэродромы, там были собраны, вот по данным, которые у нас есть, там были собраны эти дроны фактически, и подъехав туда вот эти фуры, оттуда они выпускали эти дроны, которые летели недалеко, может быть, какое-то расстояние, может 10, 20, 100 километров, подлетали и бомбили эти бомбардировщики, и оттуда, все это выезд. Теперь в самой России стоит такая паника, они все по всем дорогам останавливают все фуры, все проверяют. В общем, это такая ситуация. И такого удара прежде никогда никто не носил. Это впервые вот такой ход совершили украинцы. Естественно, что украинцы не могли бы это организовать, как кажется нам, самостоятельно. В этом, конечно, есть помощь и тех, кто, снабжал им их разными, деталями, возможность создать эти дроны. Но главное здесь в том, что украинцы смогли создать огромное количество дронов, и притом самые, так сказать, передовые в мире, потому что необходимость была сильная такая. И вот русские там вообще возмущаются, как это они создали, а мы не создали. А вся причина в том, что Украина – это демократическая страна, там свобода слова, там свобода личности, хотя в военное время об этом говорить не приходится, но
в смысле того, чтобы организовать работу по защите своего государства, они могут создавать свободно, значит, в разных, скажем, в разных регионах мира или разных регионах своей страны, они всюду открыто могли, значит, разные частные предприятия создавали эти дроны, и у них это количество, оно стало огромным. Ну, скажешь, огромно, не огромно, но, по крайней мере, стало больше гораздо, чем у России. Те возмущаются, почему? Как это так? Да потому что у России это такое плановое, знаете, целенаправленное. Там нельзя кто-нибудь не создавать. А здесь все молодые люди, инженеры, конструкторы, они все это смогли организовать, сделать и вот такую вот операцию провести. Впервые, кстати, такая операция проведена, хотя идет здесь и сравнение, что вот Израиль, мол, против Хазбалла такую провел операцию, которая тогда, значит, с этими пейджерами, они 1000 пейджеров раздали и взорвались они в руках, и там руководство их там погибло. Но это несравнимо с тем, что сделано сейчас украинцами. Это впервые такой удар. И это, наверное, такой, скажем, момент переформатирования этой военной войны, потому что с этого момента стало ясно, что Украина полный рост будет бороться и не позволит тем людям, которые сидят во главе с Путиным, диктовать против Украины, забрав их территорию. И это очевидно, потому что они всегда вот выдвигали, какие условия выдвигал, скажем, Путин, и мы знаем, на предстоящих, это было как раз перед переговорами, которые должны были состояться в Стамбуле. Мгм. Перед этими переговорами в Стамбуле вот такое это произошло, и они там требовали, чтобы их декларация или меморандум, который они там принесли, и выставляли, было такое, что они требуют, значит, вернуться, значит, по первопричине. Они требуют, чтобы, значит, районы, скажем, Украина, Грузия, Молдова и все эти вот территории, чтобы они не подвергались влиянию НАТО, чтобы туда никто не сунулся. Не то, что они требуют, чтобы откат был до 1997 года и со стороны Украины НАТО. То есть невыполнимые условия ставит Путин и его команда. Но после того, как им дали, как говорится, сейчас знать, что это такое, у них, видимо, сейчас где-то машинально в голове крутятся шарики, они думают, как быть, что делать нам. Вот мы нанесем, мы покажем вам все такое. Да, они будут пытаться что-то делать, но будут они пытаться. Нет, вопрос в том, что удар нанесен сокрушительный. Конечно, это не решающий ход еще, но это точно тот удар, который показывает, что на что способна Украина, украинская армия и украинский народ. Поэтому мы будем думать о том, что когда они говорят о том, что вот вы не должны, значит, на Ближний Восток, не должны пускать, Украина, Грузия, Молдова и другие про НАТО, когда они никогда не говорят, все эти люди никогда не говорят, не русские, да тем более их это, не говорят о Чеченской республике Ичкерия, которая создала свое государство наравне с другими государствами при развале Советского Союза. То есть речь идет о том, что даже сейчас их вот представитель, американский представитель, даже заявил на встрече с Россией, там российскими чиновниками, то ли с Путиным или Лавровым, что мы готовы, мол, пойти там на уступку, если вы остановите войну, что вот по этим странам, которые я назвал, что мы готовы согласиться. То есть они тоже идут
как бы в фарватере, в одной цепочке против современного международного права. Если современное международное право нарушает обе стороны, что же делать нам? Что же делать остальным народам? Что мы должны снова оказаться под властью Российской империи? Как могли такие вот высказывания делать, скажем, со стороны Америки и могли делать со стороны Руси, которая пытается изобразить себя правопреемником Советского Союза, в то время как она никак не может являться правопреемником Советского Союза, потому что создание Российской Федерации России после развала Советского Союза было незаконно. Незаконно, потому что они развалили Советский Союз, а потом думали, что после этого значит, создать эту новую империю во главе с Ельциным. В то же время мы говорим, если это развал Советского Союза, и остальной Запад, мир одобрил развал Советского Союза для того, чтобы было создано демократическое государство, как они говорили, то в этом случае они должны были бы понимать, что происходит, как могут сейчас на этот путь становиться. Мы говорим, что это делает только, скажем, Трамп, или это вообще позиция его Запада. Мы должны все, те народы, которые вышли из Советского Союза, я имею в виду страны, и те, скажем, республики, которые оказались, бывшие страны, которые не позволили создать свое государство при развале СССР, ну, не позволили, потому что не дали им возможность, значит, избрать свой путь, а их коммунистический подписали в 1992 году незаконный федеративный договор и создали незаконное государство. Вот это незаконное государство у себя внутри потом даже переворот делала, конституция меняла незаконным образом, в нее вписывала и нашу республику. То есть мы оказываемся в такой сложной ситуации, в которой мы должны хорошо разбираться. Я думаю, что на этом я пока остановлюсь, а дальше, если будут вопросы, ответ будем здесь говорить. Баркалая, спасибо. Друзья, у нас сегодня стрим на чеченском и русском языках. Можете задавать вопросы и на русском в том числе. Пишите комментарии. У нас стрим идет в YouTube, в TikTok и на официальной странице Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия в Telegram. Я их зачитаю, как только вы их напишите. Либо вы можете зайти в Telegram-канал и непосредственно принять участие в нашей сегодняшней беседе. Вот по поводу нанесения вот этого удара дронами по объектам, по аэропортам, аэродромам, русские говорят, что в соответствии с их доктриной, ядерной доктриной, что нанесение удара по триаде ядерной требует, в соответствии с законом их, требует немедленного ответа ядерного удара по той стране, которая нанесла по ним удар. Как вы считаете, способна ли США, Россия нанести удар по Украине? Вот ядерный удар. Русские, как обычно, пытаются в ответ начать запугать народы, страны, и пытаются сказать, вот мы сейчас нанесем удар, и все. Ну, нанесут они удар, и тут же они получат ответный удар, и притом это тогда все руки развяжутся у Запада в этом смысле. Так? Они это понимают. А те, кто сидят во власти и его окружении, все они, значит, владеют всеми этими богатствами, они все там приватизировали, народ там ничего не имеет, а эти вот в окружении Путина и его, как говорится, приспешники, все ожирели, как ты, и не хотят этой войны. Они хотят спасти свою шкуру. А удар по Украине, это как раз раскроет суть
полностью раскроет ситуацию и даст возможность остальному миру ударить по России. Все, тогда уже начнется то, что для них в первую очередь. Они только задумают это сделать, им уже, если узнают, что они это делают, им в первую очередь дадут им по шапке. Я так думаю. И они не способны это сделать. Это разговоры. Это он запугивает, это разговоры. Пусть они попробуют, ведь они думают, что начнется там Третья мировая война, но если они хотят таким образом спасти себя, свои шкуры, то они ошибаются, мне кажется. Они ошибаются, они хотят и дальше властвовать, они хотят, значит, стоит вопрос, позволит остальной мир, демократический мир, позволит ли, скажем, России вот такие вот действия, такие шаги убивать каждый день и ночь, убивать людей, убивать по всей Украине, по всем городам. Сколько они раз, значит, на нас тысячи авиалетов делали на нашу республику, убивали людей. И убили четверть нашего населения, более четверть населения. Около 20 тысяч наших людей сидят в тюрьмах России, и когда срок истекает, они их убивают или делают их неспособны дальше жить. Так это же не страна, это же какая-то варварская вот эта страна, которая, или вернее, не то что страна, это власть. Власть должна понять, что так дальше действовать нельзя. Я так думаю, весь мир понимает эту ситуацию, и в то же время я думаю, что и президент Трамп теперь понял, с кем он имеет дело, и понял, что с ним никакие, значит, его претензии не собирается Путин, его команда, значит, удовлетворять, собственно говоря. Поэтому сейчас говорит о том, что они это говорят, что мы заложили. Они так говорят, как будто бы то, что заложено у них в их незаконных вот этих законах или конституции, что это как будто бы распространяется на весь остальной мир. Вот так они говорят. Они говорят так, как будто это говорят, допустим, как американцы. Американцы почему они говорят? Во-первых, все, что в мире практически вот производится, значит, расчет идет в долларах. Ну, не все, но большинство, так? И они могут влиять на экономику. Во-вторых, потому что у них мощная, значит, экономика, потому что у них военная и все остальное. Это одна из передовых стран, у которых только военный бюджет больше 1 триллиона долларов. Представляете? Это вообще мощнейшее. И теперь говорит о том, что Путин также желает со своими вот этими делами что-то делать. Ведь сегодняшняя Россия – это даже не Советский Союз, а далеко не Советский Союз. Далеко. Мы это должны понимать. И, конечно, мы должны, и все должны быть очень внимательны, но мы же не можем, ни мы, ни другие не можем сидеть и ждать, когда этот Путин нас добьет другим способом. Понимаете? Он другим способом добьет. Мы вам атомную бомбу не кинем, но другими способами вас добьем. Становитесь на колени, сдавайтесь, идите к нам в рабство. Кто согласится с этим? Значит, вот этого соглашения не будет и не может быть. Поэтому мы должны понимать, кто мы, и что мы, и куда мы идем. Я так думаю, Слава. Это то, что вот сейчас Путин пропал со всех радаров, что-то не комментирует, не слышно. Это о чем говорит? Он снова, как обычно, спрятался в бункере или же готовится к какой-то пакости очередной? Но надо сказать, что пакости он может готовиться и на земле, и под землей, и главное в голове он может там готовиться. То, что он творит, то, что он делает, он считает себя правым, считает, что нужно восстановить великую Россию. Если нет России, зачем на этот мир? И все такие разговоры. То есть, как бы к этому человеку в руки попала атомная, значит, дубинка, и он диктует. Ничего там, ничего не будет. Конечно, какую-то мерзость они могут придумать, там что-то, какие-то орешники туда-сюда, или какие-то там движения делать.
Но сейчас ясно, что Рубикон произведен, прошел, и Украина сейчас будет наступать только. Это понятно. И сейчас их конструкторы, молодые люди, инженеры, которые создают вот эти все дроны, это показывает о том, что они в этом деле одни из самых сильнейших. И с другой стороны видно, что остальной мир будет тоже сейчас переформатироваться. Оказывается, теперь эти самолеты или бомбардировщики, которые, они не столько играют роли в новых условиях, когда есть эти дроны, которые могут вот так вот нарушать любую там, скажем, границу преступника и нанести вглубь им удар. Вот что происходит. Видимо, об этом будет сейчас, как это сказал президент Ельцин, что эта атака будет уже из учебника истории в будущем. Так что будем на это надеяться. Ислам. Сегодня в 4 часа 44 минуты, как сообщает СБУ, был нанесен удар по Крымскому мосту, говорят. И, видимо, в той же программе, по той же операции «Паутина», да, видимо, будет все взрываться, гореть там и в России и так далее. Что вы считаете, почему до сих пор не снесли этот мост, хотя могли украинцы, и почему вот сейчас начали сносить? И кто-то из крымских татар сказал, что все россияне, находящиеся незаконно в Крыму, призвал немедленно покинуть Крым, так как мост будет уничтожен, и, по всей видимости, начинается очень серьезное событие там. Как вы считаете, это будет продолжаться или же остановится? Ну, по мосту они били и раньше, но это была, наверное, часть этой, значит, программы для того, чтобы по мосту и другие мосты, которые находятся там в Белгородской или в Курской области, там тоже они подорвали украинцы. И это тоже, наверное, запланировано. То есть они вели такую очень тонкую работу и это сделали. Конечно, те, которые там себя чувствуют российскими гражданами, которые находятся на стороне, скажем, Кремля, они должны подумать о том, что там им делать, можно ли им там дальше пребывать. Да и на других территориях. Захватив чужие территории, вести себя вот так вот нагло и каждый день убивать людей, это значит потихоньку тебя душит. Или потихоньку умереть, или бороться. Вот в чем вопрос. Надо бороться. И если бороться будут, они и будут, они борются, они это понимают, украинцы. Они понимают в основном, что Россия пытается вот сыграть вот так вот и испугать народ, чтобы народ выступил против. Почему они бьют по жилью, по мирному? Чтобы народ выступил против действий власти, мол, эта власть нам не нужна, мы готовы, давай там примет такое-то решение. То есть напугать народ они хотят. Как мы видим, это очень трудно, но народ совершенно другого мнения, и ситуация не может развиваться так, как того желает Путин, эти имперцы. Ну вот будем смотреть дальше. Ну вот Рубикон уже прошли они, и здесь уже понятно, что то, что они там где-то там по полметра идут, продолжают, уже 3 года и с лишним идут, и никак никуда не дойдут, ничего не схватят. Потом, когда Курскую область захватили, там часть, они так не могут ее отбить. Посмотреть на них. Они не способны ничего делать. Они тоже не способны. Они деморализованы. Посмотрим, что будет. Самое главное, чтобы народ этой России сам понял это и поднялся. К сожалению, это никогда не было. Всегда эти их перемены в этой империи, прежней, в Советской, везде это делалось где-то наверху, совершались эти дела. Но сейчас посмотрим, но есть какие-то люди, есть какие-то движения или внутри самой власти, что будет.
Или, может быть, сам Путин передумает, может быть, он скажет, ну, во что я, конечно, мало верю, скажет, хорошо, я ухожу, дайте мне условия, что гарантируйте мне, может, он это запросит. Может всякое быть, но ситуация вот такая сегодня. Мгм. Сам. Спасибо, Аят. 1 числа, как мы знаем, были удары по российским стратегическим бомбардировщикам и другим самолетам, Да, и 2 были переговоры. И да. вот что там произошло. Опять встретились и говорят, знаете, такое впечатление складывается, что они обсуждают уже поствоенное время, обмен телами, обмен пленными. И самое интересное, вот в последний раз, вот 2 то, что они в Стамбуле встретились, они обсудили возвращение детей, именно из-за которой было возбуждено уголовное дело в Международном уголовном суде в Гааге против Владимира Путина и вот там разных его других подельников. Как вы считаете, и начали говорить, что детей возвращаем, русские начали оправдываться, что их не 20 тысяч вывезли, а там 300 с чем-то, там несколько сот, 330, по-моему, было вывезено. И говорят об этом, хотя раньше они это строго отрицали, не признавали, но начали признавать и говорить. Это о чем говорит? Россия капитулировала, хотя та часть, которая подчиняется Путину или ФСБ, а другая часть ФСБ или там военные продолжают бороться. Или что происходит, на ваш взгляд? М, Но мне кажется, что вот этот, скажем, меморандум, который они преподнесли, и то, что они приехали туда, стали вот этот обсуждать и договариваться, они Мгм. этим хотели замаскировать то, что произошло. Мгм. Они этим хотели сказать, что вот мы продолжаем, ничего страшного не произошло, и они тихо вот себя вот так вот там договорились. Не факт, что они это сейчас, если даже и договорились, что они это сделают даже. То, что они там вот договорились, сказали, Мгм. мы вам отдадим этих. А если они отдадут людей, это хорошо, потому что там они в основном говорили о тех, кто ранен, кто тяжело болен, дети. Вот такое они говорили. Сделают они это или нет, но мне кажется, после такого удара они приехали туда, чтобы не сказать, что они совсем, как говорится, впали и упали, и они в обмороке, чтобы не показать это, приехали Мгм. туда. На Стамбуле они об этих вещах говорили, я слушал тоже. Но мы же не можем знать все, что там было. Обычно там все не скажешь. И, ну, в общем-то, понятно, о чем речь. Посмотрим, что будет, дела как будут двигаться. Мгм. Они вот так вот себя ведут. Но вы не видите капитуляции пока России, нет? Или Нет, намеков на капитуляцию? пока это был, это еще не такой удар, но это показатель о том, что вот столько было, и сейчас там уже пошло, сказали, что украинцы, кто-то там сказал, готовы скоро нанести в десятки раз мощнее удар, там тысячи дронов, и поэтому они по всей России вдоль все дороги остановились, всех контролируют, проверяют. Вот. Мгм. А это может быть на самом деле, и они могут нанести, потому что у них вот эти все дроны, все частные молодые люди могут делать и быстро все это доставлять. Они могут это сделать. Мгм. И это, наверное, так и есть. Сейчас что мы говорим? Мы говорим о том, что вот эта вот ситуация, вот этот поворотный момент, он полезен и знаменатель и для нас, которые должны понимать, что ситуация такая. Вот посмотрите, наши некоторые люди там, что только не говорили, о том, о сём, о третьем, о пятом, ну, что там будут перечислять, Мгм. и впадали аж в том, что новое государство построим, все. Но теперь они своими глазами, находясь особенно на Западе, могут посмотреть, что это такое и что это за ситуация, и где мы должны находиться, какую линию мы должны, значит, по какой линии придерживаться. Очевидно, что той линии, которую избрал наш народ в рамках современного международного права, нашей Конституции
и все остальное должно продолжаться. Все остальное мы не должны не подпускать, не слушать, потому что все это во вред нам, нашим поколениям будущим. Это нельзя допускать. Мгм. Слава. Спасибо, Аят. Во время, вот в тот день, когда 1 числа были нанесены удары самолетами, в ту же ночь было обрушение 2 мостов на железнодорожные пути, и пострадали один поезд пассажирский, другой поезд товарный. У меня сложилось впечатление, я у себя в стриме об этом говорил, что Россия пытается из себя сделать жертву, представить, и потом уже начать теракты здесь, в Европе, потому что, на мой взгляд, они уже активно готовятся к этому. Как вы считаете, кто мог сделать эти взрывы? Сами ФСБшники, какие-нибудь террористы? Ну и кто? Как вы считаете? Но я не знаю, здесь вопрос, кого они могут, они называют государство Украины террористическим государством, в то время как сами являются именно террористическим агрессивным государством. Их война – это террор, возведенный в ранг государственной политики. Политики, да, Это да. совершенно верно. И поэтому им говорить об этом, об Украине не стоит, потому что Украина имеет право наносить удар по тем, значит, предприятиям, где могут быть использованы для атаки на свою страну. Они не хотят захватить их страну, они хотят освободить свою страну и доказать свою правомерность и свое право, как это должно быть в соответствии с международным правом. Об этом идет речь. Никто не отменял современное международное право, хотя есть те, которые сегодня нарушают его, но к этому мы все должны стремиться. Что получится, там видно будет. Они могут, конечно, делать то, что ты говоришь. Ты помнишь, как они взрывали дома, железные дороги, там убивали себя, все паче, и во всем обвиняли чеченцев. Да. Ни один чеченец там не был замечен, ни один взрыв такой не был сделан. И то, что они там вот сделали Норд-Ости, то, что они сделали там в этом Беслане, это тоже их работа была. Используя наших людей, которые находились у них в тюрьмах, используя наших захваченных в плен людей, накачав их разными там препаратами. Мы это знаем. Мы, когда вот это все было, смотрели, люди видели своих пропавших людей, женщины вот видели девушек там и другие. Это были люди, которые давно пропали и были, значит, и вдруг они там появились. Это мы знаем. Поэтому они, конечно, могут любую там. Но я думаю, что сегодня Россия не стоит, никто к ней жалость не проявит. Никакую жалость в отношении этого изверга, который вот так себя ведет, вряд ли кто-нибудь в мире проявит и кто-то их поддержит. Правда, есть диктатские режимы, которых мы с вами знаем, которые хотят на этой почве, они могут издать Россию, но чтобы самим укрепиться тоже. Здесь такая ситуация. А то, что, например, в Европе Россия как террористическое образование, как ФСБ, террористическая организация, готовят террористические акты, в том числе с антисемитским подтекстом. Как вы считаете, это возможно? Допустят европейские, западные спецслужбы? Потому что, я вижу, что они здесь спокойно гуляют по Европе, вся эта ГРУшная, ФСБшная банда, да, гуляет, абсолютно их никто не трогает, они покупают здесь в том числе и некоторых людей. Как вы считаете, возможно террористическая атака на Европу? Но, в принципе, мы знаем, что в некоторых странах вот в эти годы были разные митинги в поддержку России. Представляешь? Это были беженцы, это были... А кто их организовал? Кто этим занимался? Эти либеральные деятели или организовывали это? Эти все либеральные деятели, которые здесь находятся, что говорят по этому поводу?
они за сохранение, так создать, они, мол, мы за сохранение России, все такое, мы там всякое, или мы пойдем, это наша страна, с автоматом пойдем на Кавказ, захватим его, это моя страна. Вот эти все люди, да, находятся здесь. Они делали все, что возможно в этом направлении, и они здесь есть. Конечно, разведка и Германии, и других стран это знает, кто есть кто, и, видимо, здесь будут приняты какие-то соответствующие предупредительные меры в отношении них, если они будут сейчас уже это делать. Ведь наш этот канцлер новый, он же заявил, что мы должны с этим навести порядок как-то. Я вот слушаю. Мы должны, говорит, в этом вопросе навести порядок. Мы не можем соглашаться тем, что он даже сказал, на всей территории Евросоюза соглашаться с тем, что есть сторонники агрессивного Кремля. Он так сказал. Он имел в виду и это лидеров Венгрии и Словакии, я думаю, тоже имел в виду, и людей. Вот такая ситуация. Конечно, было бы лучше всего закончить это все как-то мирным путем и вернуться на круги своя, которые были с самого начала после развала Советского Союза, и нечего этому Кремлю, значит, себя корчит какого-то там, значит, властелителя мира. Это не те времена, что были в прошлые времена. Спасибо, Аяд. У нас не только Мерц сказал, что и Таурусы даст, и много чего радует каждый день Мерц, но еще у нас, забыл его фамилию, представитель в Бундестаге по мониторингу за внутренней разведкой, человек сказал, что нужно выдворить всех оставшихся послов, не знаю, почему они до сих пор здесь находились, всех их агентов, которые тут есть, которых в огромном количестве. Знаете, что самое интересное, я наблюдаю приток в Германию российской агентуры. Вместо того, чтобы вроде бы их должны выдворять отсюда, наоборот, они здесь концентрируются. И закрыть русский дом. Вот такая есть у них банд-притон. Русский дом, его закрыть. Поэтому как у вас во Франции дела обстоят в этом смысле? Ну, во Франции тоже так, власть на стороне Украины. Это хорошо. Раньше было как-то непонятно до конца, пытались мирным путем решить этот вопрос. Как-то вот Макрон ездил к Путину, в отличие от других, с ним договаривался, что-то хотел делать, но в конце концов он тоже понял, что дело не идет. Но здесь тоже есть эти службы, эти люди. И здесь вот, когда вот идешь вот, по улице, еще где-то, раньше очень часто были там в метро или, скажем, в магазине где-то, да, слышна была русская речь. А сейчас, вот я был на днях там и до этого, вот чувствую, что речь русской нет почти. Почти нет русской речи. Это говорит о том, показывает, что они понимают, что даже вот разговор на языке может как-то их выдать, можно, потому что они сами-то могут быть и противниками режима путинского, но обстановка вот такая. Но есть сами вот французы, есть какие-то партии, движения, мы знаем, да, разные, не только здесь, которые в какой-то степени против этой войны, против самого Макрона, что ты там делаешь, почему ты нас толкаешь. Ну, в общем, такие есть и здесь такие. Это есть, по-моему, по всей Европе, но это не в их силах, те, которые противники, да, и большинство, конечно, на стороне украинского народа за справедливость. И почему? Главным образом они понимают, что ситуация может измениться, и если пустить и дальше этого медведя с дубинкой атомной, то они придут и к ним в дом. Они так считают, многие.
такая ситуация. Спасибо. Вопрос от Усмана Адаева. Дьявол кроется в деталях. Детали – это позавчера Чечения, вчера Грузия, сегодня Украина и так далее. Мир готовят к единому мировому правительству. Что-нибудь можете сказать по этому поводу? Но что сказать по этому поводу? Здесь есть, значит, такие теории, сейчас они есть, там выступают и говорят. Они хотят уменьшить, Чубайс выступал как-то даже на одном крупном форуме в Европе, что надо довести население мира до 2 миллиардов, не 8, чтобы было. Земля не может прокормить, все это такое, сделать единое правительство, сделать чипизацию, что сейчас вот снова идет разговор, идут о том, что надо какой-то новый ковид, там вот они сейчас хотят ввести, вроде бы они сейчас вот где-то месяц или два, не знаю сколько, встретились в Женеве, лидеры вот эти вот, которые по ковиду там подписали какой-то договор, и снова будут вот это все делать для того, чтобы, значит, все ваши деньги забрать, которые у вас есть, если вы деньги свои не положите в кассу, они обнулятся, а потом вам чип введут, не будете вводить чип, то они будут вас везде вот приглашать, не придете, значит, вы окажетесь в очень тяжелом положении. То есть вот эта работа идет. Это, конечно, это, по-моему, запугивает людей. В конце концов, люди должны тоже понимать, что происходит, как организоваться, и люди должны во власть избирать тех людей, которые будут обещать вот, бороться против этого. Мы же видели, это ковид и все остальное, это как бы, значит, оказалось все пустая игра. Да, болезни были, но они были не настолько, как вот хотели выставить это все. Ну, такую вот развернули по всему миру ковид, все умирает, все дома сидят, не входите. Ну, вот, посмотрим, что будет. Да, может быть, они хотят единое правительство. Кто это они? Посмотрим, кто это они. Они говорят, другие, как говорится, есть, а за руку схватить невозможно, увидеть невозможно. Кто это такие? Вот каждый гадает, кто такие масоны, или кто такие другие, или кто такие, значит, те, которые хотят, значит, столкнуть, значит, цивилизации мира, столкнуть между собой. Там много разных теорий, мы можем об этом говорить, но, по крайней мере, мне думается, что все, что они говорят, оно должно как-то вот проявляться. Вот, допустим, где-то вот такие теории, говорят, вот есть то, там, это, ну давайте покажите, кто это говорит, выступает с этой пропагандой. Должны это говорить, а мы должны задуматься, почему это, для чего это говорится. Так что я думаю, что мы должны быть осторожны, и в то же время при этом мы должны понимать, что как бы то ни было, да, ситуация сложная в мире, потому что это всех касается. Здесь говорить не говори, но вот такая ситуация. Ладно, такие есть, наверное. Спасибо, Аят, спасибо. Вот Пес спрашивает. Друзья, всех я вас приветствую. Стрим у нас, как обычно, плавно перешел на русский язык, и мы теперь говорим на русском. Вы задаете на русском языке, я их зачитываю, и Аят их на русском отвечает. Поэтому всех приветствую. Шавига Машвоэль, ва алейкум ассалам. Шавиг Машвоэль. Друзья, витаю вас всех. Спрашивает, Аят, почему Европе не набирать солдат из Южной Америки и Азии, чтобы отправлять их в Украину? Ну, как это, например, делает Россия. Ну, это вопрос, конечно, к ним, пока они никого не отправляют сами, эти страны. Если массовое вот это будет движение, так, и пойдет война, то, наверное, они будут набирать, и людей достаточно будет и в самой Европе. В Европе около, говорят, там 500 миллионов, там, но мне кажется, раньше было и 700, почему они вдруг уменьшились. Но здесь людей и так хватает.
которые соберутся и поедут воевать, если им, как это, обеспечить их и настроить, если так будет. Я так думаю. А можно, конечно, то, что он говорит, этот вопрос делать не таким образом. У каждого есть, как говорится, свои способы, свои возможности. Они сами будут думать. Так что я не могу сказать, почему нет, потому что они, эти страны, еще пока никого не отправляют. Они только дают им помощь, оружие, там, боеприпасы, одежду, ну и вот такое. Помогает информационным, политическим, разведывательным, все. Сами не воюют пока европейские страны и Америка. Вот такая ситуация. Спасибо, Эд. Эд, салам, Эд. Задает вопрос, приветствует нас и задает вопрос. Эд, как вы думаете, капитуляция фашистской Российской Федерации не за горами? А мне хотелось бы, чтобы она была бы не за горами, а перед горами, чтобы они быстро... То есть там это нужно, когда у них есть вот это оружие, которым они грозят всему миру. Эти боятся, ну, я думаю, это нормальная такая ситуация. Они боятся как бы не подвинуть их до того, чтобы они по ошибке ничего там не натворили, может быть. Потом, и куда это идет, вот это все оружие, если, мол, развалят Россию, мол, все же они собрали, думаю, что Россия будет такая демократическая страна, как они говорили. Я когда был в Америке, они говорили, все, она демократической страной станет, все исправится. Еще атомное оружие, которое было в Советском Союзе, со всех республик передали ей. Она теперь на этой базе сидит, как курица на яйцах, и всех пугает. А не надо было отдавать. Тогда тоже не хотели, мол, чтобы не было в одном. И что теперь? Отдали, теперь напали вот на другие страны, на другие республики, на нас напали, на остальных. Готовятся, конечно, на Среднеазиатской республике, там страны напасть. Вот что, потому что у них это оружие. Да. Спасибо, Эд. Здесь человек задает мне вопрос в ТикТок, как ты относишься к Дудаеву? И я бы просто немножко ответил бы ему, буквально одну минутку. Давай. Как твой ник ТРФГ? Я обычно зачитываю ник, чтобы было понятно. Вот я сейчас общаюсь с сопредседателем президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия Аядом Идиговым. Этот человек, ближайший соратник Джохара Дудаева, в президиум правительства, единственного легитимного органа власти чеченского народа, входит вдова Джохара Дудаева в том числе, ну и другие наши представители. И мы относимся, наверное, ты, поймешь, как я отношусь, как Аяд относится, который ближайший соратник Джохара Дудаева, к Джохару Дудаеву. Аяд, вот ситуация разворачивается следующим образом. Сейчас разные российские вот эти ветераны, отставники, ну и такие русские патриоты начинают усиленно обсуждать, что Путин их всех предал, они проснулись только сейчас осенило их, что их предали, что Россия... Если Путин победил бы в Украине, да, тогда бы Путин герой был. По старой русской схеме все действует. Если проигрывает царь, Акела промахнулся, все, значит, все грязь на него. И возможно ли такое, что военная хунта, да, хотя там все хунта, ФСБшная хунта, военная хунта, могут захватить власть для того, чтобы не дать Путину капитулировать, ФСБ, которая массово перебегает на сторону Запада, Америки, Великобритании. Как вы считаете, может ли там произойти военный переворот? На народ мы не надеемся, как говорится. Думаю, что теоретически возможно это, но реально ли это или нет в данной ситуации, это надо посмотреть. Кто там может это сделать? Все, кто это могли бы сделать, он их всех, как говорится, обезоружил, всех их вывел за красную линию, Путин, так?
и все, которые хотят что-то там, что-то хоть шевельнуться, что-то делать, он тут же их сажает, тут же их, можно сказать, и, ну, в общем, ликвидирует, грубо говоря, от этой позиции, которая у них есть. Посмотрите, как это тяжело. Они пугают людей, они натравливают друг друга людей, они направляют людей воевать. Ну, такая пропаганда там идет. А кто там, чтобы это сделать и взять на себя, должна быть какая-то группа людей, скажем, которые близко к власти. А близко к власти они не подпускают. И что там, если уже в самом окружении самого Путина это произойдет, это один вопрос. И все равно это не факт, что если они Путина уберут, что они будут сами другими. Вот как вопрос стоит. А там уж посмотрим. Вот так я думаю. Ну, они там уже фамилии произносят, они уже, там разные у них там есть интеллектуалы или около интеллектуалы. Они и военные, и там разные другие, и уже обсуждаются имена, фамилии, что Путин нас предал, все мы типа катастрофа, Россия развалится, нам лучше умереть там, чем ничего не делать, лучше сразиться. Вот такие уже разговоры уже прямо Ну, это есть это, да. Это есть. Но это очень малый это голосок про, Мгм. ну, как говорится, пробивается голосок, вроде там есть что такое. Вот они раз-два поговорят, потом посмотришь, их и не будет близко. Посмотрим, Мгм. посмотрим. Да, интересные события наступают. Но уже. Да, да, интересно, посмотрим. Да. Все решается пока что на таком уровне, мы видим. Так, Игорь Дебров. Одесса желает Ичкерии свободу. Спасибо, Игорь. Спасибо, спасибо, спасибо. И Украине, и Одессе спасибо, и вам лично. Вот у нас на телеграм-канале есть человек, который слушает. Если желает, может задать вопросы. Я вот говорю. Есть желание, слушает, сидит. Ну, там посмотрим. Мгм. Хорошо, дальше. Так, еще тут. Так, сейчас этот. Аят, что ждет Россию после поражения Украины? Спрашивает. Ну, после поражения Украины, от Украины, конечно, там будут большие эти разборки в самой России. Они будут там пытаться вот как раз-таки этот момент, как раз-таки, да, его и опасается Путин. Он даже опасается на 30 дней остановить войну. Не то, помнишь, что до 9 мая они на 2-3 дня только сейчас. Почему? Потому что если отстоять на 30 дней, так сразу здесь он же опасается этого. Да. Сразу вот эти голоса поднимутся, что это не так, и это там кругом это может пойти, и тогда внутреннее состояние. Он этого боится, когда не идет на это перемирие 30-дневное, которое предлагает ему и Зеленский, и Трамп. Вот это. А там, если он вообще поражение получит, то, я думаю, сменится власть там. И эта власть, она будет, конечно, новой, но нельзя позволять этой новой власти тоже, остальной мир должен как-то попытаться воздействовать, чтобы они снова не поднимали, как говорится, забрало и начали снова где-то. Нельзя позволять. Советский Союз разрушился, развалили. То теперь, когда он развалили, и во что это подумали, что все страны демократическими. Так вот было мнение у западных
скажем, политики. Я с многим тогда встречался и говорили там разных международных организаций. Нет, 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 будут полегче. А как они могут быть демократичны? Они не знают, что такое демократия, или знают, что такое демократия? Однозначно не знают. Они знают, что при демократии они не будут во власти, другие придут во власть и скинут. И каждый раз будут это. Они, видишь, все, которые там сидели, ну, за исключением нескольких стран, там 3-4, так, все остальные бывшие эти коммунисты. Уж сидят по 20, по 25 лет, а то и больше. Вот тебе. Так, этого допускать нельзя, конечно. И требовать надо и народ российский, и там систему какую-то преобразовать. Я так думаю, что после поражения Россия должна переформатироваться. Эти республики, которые были тогда незаконно захвачены и введены в состав России, им надо дать право на то, чтобы они могли определиться. Они же, когда в 91 году Совет Союз разрушили, они оказались в международном правовом поле, СССР исчез. И они, как республика, как страны, не члены Организации Объединенных Наций, то есть только в Советском Союзе в мире были республики, не члены государства, не члены Организации Объединенных Наций. Так? И это были республики, о которых мы говорим, тогда их было 32, потому что 3 республики Советский Союз признал сам. И вот вернуться к тому моменту и дать им возможность, чтобы они определились, как дальше они будут жить. Этим народам надо позволить дать возможность делать, значит, свой выбор и создать, может быть, какую-то конфедерацию, может создать какие-то государства, ну что-то там такое. Но это сложный будет процесс, и остальной мир, конечно, должен в этом вопросе активно, значит, помогать им. Чтобы не получилось, что вот эти все атомные, значит, орудия все оказались в руках у каких-нибудь там некомпетентных или недобросовестных людей, так скажем. Ясно. По поводу Китая, Зубейр задает вопрос. Заинтересован ли Китай в мире сейчас? Ведь если двое дерутся, его следующий у него там есть комментарий, а если двое дерутся, выигрывает третий. Не Китай ли? Да, Китай, конечно. Китай вообще не заинтересован в войне. Он не будет воевать, он хочет экономическое процветание. Он не будет, если на него нападут, может быть, он будет, а так он экономически хочет развитие получать, он по всему миру, значит, идет в этом направлении, пытается, но в то же время он хочет получать, допустим, от России дешевой нефти гораздо дешевле. Они же вообще запретили. Они ее по бесценку получают от них, так? Лес там, ну, остальные все природные ископаемые, которые в мирное время по такой цене они не получат, конечно. И взамен им дают какие-то там товары двойного назначения, которые могут быть использованы в России для того, чтобы, значит, применить их в военном деле. Китай так. Но, правда, вот этот Северная Корея, она там ведет себя агрессивно и ведет также себя агрессивно Иран. Ну, Индия подобна Китаю тоже, так я думаю. Так? Но они открыто не будут, я думаю, не будут открыто действовать, потому что если они начнут войну, они могут вообще разрушиться. И Китай, и Индия могут распасться на несколько государств. Так? Потому что там много разных народов, так? И в Китае в том числе, и другие, они могут разрушиться и развалиться. Поэтому для них важно уметь защитить себя, а нападать, такую вот, участвовать в крупной войне, как затеял сейчас Путин, они не будут. Мне кажется так. Спасибо, Аят, спасибо.
Так, друзья, пишите комментарии, задавайте, ну, вопросы, комментарии, я смотрю, вы пишете, общаетесь, это очень хорошо, это важно, важно, чтобы у нас наш канал запрещен на территории фашистской России, поэтому нас после того, как стрим заканчивается, нас в России найти очень сложно бывает, поэтому, когда вы пишете комментарии, задаете вопросы, это помогает пробивать нам информационную блокаду, которую нам пытаются, не пытаются, выставляют как только могут. Ну и, конечно, задавайте вопросы. С нами легендарный человек Аят Идигов, ближайший соратник Джохара Дудаева. Аят стоял у истоков. Аят Идигов стоял у истоков нашей государственности. Когда Чечня обретет свободу от России? Такой вопрос от САУ. Ну, вообще, Асан, ты меня так это открутишь, как будто я уже, как сказал, легенда. Я обычный человек, поэтому я могу сказать о том, что ты говоришь, когда, как ты сказал, когда, что? Когда Чечения обретет свободу от России? Ну, Вопрос. Чечения абсолютно в таком смысле свободы никакой никогда не бывает. Нам нужно, чтобы мы могли освободить от империи, чтобы вывести их войска и восстановить свою легитимную власть. И тогда строить свободно отношения и с Россией, если она будет, и с другими странами. Вот что для нас важно. Когда это будет, я думаю, это процесс наступит только после того, как Россия потерпит поражение в войне против Украины. Как сказал наш первый президент, зайдет солнце Украины. Вот после этого, потому что здесь решается судьба не только нашего народа, судьба многих народов и даже Европы. Потому что Европа, видите, тоже понимает, что это. И мы с оккупированной нашей территории сейчас находимся в таком тяжелом положении. Спасибо, Аят. Аят, я вас называю легендой, потому что наш один уважаемый подписчик так назвал, и мне это очень понравилось. Мне не нравится говорить в лицо людям комплименты, на самом деле, но нашим зрителям я хочу объяснить, кто вы. Поэтому я так говорю. Вы меня извините, но я поэтому говорю. И я очень вас уважаю. Спасибо вам за все, что вы делаете. Продолжайте, не сдаетесь. Спасибо, мы делаем общее дело, если даже не понимаем, что это общее дело. И те, кто это понимает, должны стоять в авангарде, и мы должны сообщаться и думать о том, сообразно той ситуации, которая складывается в мире, делать выводы. Как быть, что делать, на какой стороне быть. И вот это все нам нужно, поэтому мы ведем эту деятельность, так скажем. Да. Так. Так. Ну вот, Сау такой комментарий пишет, и давайте я вам его зачитаю. Сейчас самое подходящее время для госпереворота в Чечении. Сейчас Россия очень сильно ослабла и не может контролировать нашу республику, говорит. Что вы сказали по этому поводу, Аят? Но время всегда очень хорошее. Время, как-то помню, у нас там в республике стал вопрос об изменении летнего и зимнего времени. И помню, корреспондент задал вопрос президенту первого Джохара Дудаеву. Мы будем менять время или нет? А он говорит, время только Божье. У нас времени нет никакого. Можно в любое время делать госпереворот и все, но вряд ли там какие-то перевороты и все это будут, вряд ли. Потому что там не власть нашего народа, а там власть Кремля, назначенцы. И сами вот те, которые там назначены,
они, надеюсь, понимают, что они сами станут, являются потенциальными жертвами этой Российской империи тоже. Тоже. Это уже по национальному признаку, по всем тем признакам, которые мы знаем, как они делали в прошлые века. Так что они это тоже понимают. Что переворот, о перевороте там, этот переворот может сделать только Путин. И он боится там сделать Путин, как бы это не разошлось сразу по всему Северному Кавказу и в России. Так, спасибо, Аят. Так. Так. Вы правда думаете, спрашивает Рима, вы правда думаете, что Россия выживет после этой войны? А Афганистан как СССР разрушил, не помните? Русские, вам вопрос. Но я этот вопрос и Аяду тоже, если можно, Рима, переадресовываю. Аяд, вы думаете, сохранится Россия или же как после Афганистана развалится? Я думаю, больше шансов сохраниться, потому что Запад не желает, Запад практически не желает, чтобы вот это все развало, чтобы это атомное оружие попало в руки разных, нескольких, скажем, стран, 50 или 20. Когда это оружие будет взято под контроль, скажем, коллективно, всем миром или так, вот тогда может произойти то, что вы говорите. А пока это оружие, чтобы оно не разошлось по разным квартирам, они пока вот за это будут держаться. Это уже как бы на стороне, и этим играют, за этим пользуется и Кремль. Если бы у них не было этого оружия, сегодня вообще бы другой был разговор. Вообще был бы другой разговор. Это мы понимаем. И Запад, и все по-другому с ним разговаривали. Такова ситуация. Ясно. Ясно. Так. Друзья, пишите комментарии, задавайте вопросы, и я их зачитаю. Признание Ичкерии, говорит Адаев Осман, признание Ичкерии – это вопрос справедливого разрешения нашего государства. Не будет ли это вопросом осуждения всех виновных в геноциде народа? Не это ли преткновение непризнания Ичкерии? Не это ли камень преткновения, что здесь не только могут оказаться одиозные русские террористы, причастные к геноциду. Не с этим ли это связано, как вы думаете? Признание Чеченской республики Ичкерия должно быть в рамках международного права, потому что если любой народ, значит, провел все те процедуры, которые требуются в рамках международного права ООН, так, и в рамках этого получил право на создание своего государства и создал его, то его должны по факту должны признать. И первое, кто признал нашу республику, это была Грузия, и мы взаимно признали ее. После этого были разные варианты тоже, которые были, но вот в последнее время это признание было со стороны Украины. Она признала то, что наша территория чеченцев оккупирована и совершен геноцид против нашего народа. Так? И это нам поможет, конечно. Вот была оккупирована, вот эти были Балтийские республики оккупированы, они вот с 1945 года, кажется, были оккупированы, и потом, когда прошло, значит, столько лет,
92 году, первом году их Советский Союз признал независимыми государствами. И главная причина того, что их признал независимыми государствами, было не только то, что вот они получили вот это все разрешение, отличие от других республик Советов, потому что на международной арене эти республики не признавались, скажем, Америка, Европа и другими странами не признавались как часть России, то есть и они их признавали как оккупированные государства. И поэтому для нас тоже важно решение о том, что страны остального мира признают наше государство незаконно оккупированной, и это нам открывает путь для того, чтобы мы могли в будущем освободить свое государство и восстановить там легитимную власть. Вот в чем суть этого вопроса. А все остальное, что ты говоришь, это уже дела судебные. Если человек там совершал какие-нибудь преступления, он должен ответить в рамках закона и Конституции страны, в которой он там проживает, собственно говоря. И я уверен, будет тогда, после всего этого, будет еще и Международный уголовный суд. И много там вопросов. Спасибо, Аят. А может быть так, говорит Бавонятка, может быть, что подполье в Ичкерии настолько сильное, что может свергнуть этих упырей кадыровских, и пока Рашки не до этого отвоевывать власть и так далее. Пока Рашки не до этого свергнуть вот этих кадыровских, так называемых кадыровских упырей. Но это вопрос в том, что эти кадыровцы-упыри, как вот говорит он, да, это еще не власть, там еще находится не менее 100-тысячная армия, мы же должны понимать, российская. Они понимают... Только внутри, и еще по периметру снаружи. Да. Они понимают, что это такая ситуация, что если взбунтуется Кавказ, это будет для них... Поэтому держит эту армию там. И потом сама марионеточная власть, она тоже под прицелом этой армии или спецслужб. Поэтому здесь сейчас, в данной ситуации, теоретически, конечно, это возможно. Для этого нужна поддержка масс народа. В этой ситуации, которая сейчас там есть, эти мысли, конечно, у людей есть, но есть они или нет, реализуемы они в данной ситуации. Там посмотрим. Пока что из той информации, которая у нас есть, ситуация очень тяжелая там. Тяжело там. Всех людей, которые есть молодые, те всех там направляют в армию на войну против Украины, мы знаем, так? И потом там ситуация тоже не такая, работы нет, многие держат, сидят на пенсиях, даже молодые, так? Или на каких-то пособиях. Там практически раньше там было, это же промышленный город был, один из самых промышленных городов был, Грозный. А там теперь все десятки заводов промышленной переработки нефти, там другое. Все это уничтожено, и республика как бы делает республикой туризма, что, конечно, нереально в этой ситуации, и работы нет там. Поэтому оттуда вот такие вот движения сейчас стали. Там нужна организованная ситуация. И там, подняв вот эту ситуацию, которую сейчас вот говорит эта женщина, да, для нас нужно, чтобы сейчас, пока это не произошло, мы боремся за то, чтобы в мире признали нашу республику как таковой, как я говорил. Но здесь на Западе России внедрили свои агентурные ячейки, которые даже пытаются от нашего государства здесь выступать, от имени его принимать какие-то документы, какие-то там решения. И их здесь вот принимают эти разные деятели. К сожалению, они везде они находятся. И они не только наши национальности, и другой,
Наши национальности мы их все знаем, хотя и другие знаем. Но вот такая идет работа, такая информационная, разведывательная работа идет против нашего государства именно и на Западе, и в остальном мире тоже. Поэтому вот мы это понимая, я говорю эту ситуацию, нам необходимо признание нашего государства. И чтобы мы здесь не объединились, не стали единым, так сказать, фронтом, митинги, конференции, единство, они нам пытаются разбить нас, наших людей, на религиозной основе, на пророссийской основе, на марионеточной основе, на какой угодно, придумывая разные. А люди наши не совсем понимают, что происходит. Если бы они понимали, что происходит, и притом вот это то, что я говорю, эти люди, агенты, а их полностью обеспечивает кремлевская власть. Они в придачу им дают даже, ну, скажем, придачу за ними, как с хвостом ездит разные телевидения, разные органы, средств массовой информации. Они имеют своих людей в разных странах, начиная от Италии и, ну, все страны Европы тоже имеют. И они все рядятся, как будто они являются сторонниками, и что они являются как будто властью. На самом деле это самые настоящие отщепенцы от нашего народа, отщепенцы от нашей Конституции и ее основы, которую принял наш народ в 90-х году на своем референдуме, декларация о создании нашего суверенного государства. Это противники. Они до сих пор, скажем, на какого-то времени были, значит, как бы, да, совершали разные дела. Они как бы себя демократ обозначали. А сейчас они тайно заключили, значит, договор, что они на религиозной основе действуют. А в мире, в Европе всем говорят, что мы демократы. Они говорят. Как можно говорить об этом, если вы записали себя, скажем, в документах везде вы говорите, что вы, значит, на основе ислама и религии действуете, а фактически везде, и в Украине везде говорят, мы демократы, мы за международное право. Так что вот этими вопросами надо разобраться. Это, в этом, мы-то хорошо это знаем, и эта работа идет и там, и здесь. Мы знаем, что вот это все идет. Я имею в виду нашей Чечении, так это идет и оттуда, сюда и туда. В общем, не дают нашему народу, нашему чеченскому народу, не дают возможности выжить всегда во все времена. Еще 1700 года, когда Петр I нападал на нас было 2 миллиона, а сейчас в 90-м году нас было только 1 миллион. Представьте себе. А в 864 году, точнее, надо уточнить, нас было только 120 тысяч, 2 миллионов народ был уничтожен. Представляете? И вообще цель именно российской власти и империи выселить чеченский народ, чтобы он никогда не вернулся назад на свою родину. Это было, чеченский народ ссылали 6 раз. 6 раз. И мы всегда возвращались и восстанавливали свой. Но все равно войны, каждые 40-50 лет против нас войны, убийства и красивые слова, и попытка ассимиляции нашего народа. Под любым, там, под любой причиной. Вот такая ситуация. Баркал Аят, если будет перемирие, если будет какая-то остановка, мы видим, что началось движение какое-то, мы об этом раньше обсуждали, несколько раз уже обсуждали, в Дагестане, Ауховский район, спекуляция идет на разрушенные мечети, задевают глубинные исторические чувства людей, которые проживают на этих землях, на этих территориях, с целью стравить, раздают земли военным преступникам, участникам так называемым СВО, воевавших против Украины, специально людей, которые, ну, имеют боевой опыт и как вознаграждение дают, грабят, у других отбирают и чужое отдают, чтобы потом стравливать. Именно вот людям, которые имеют боевой опыт. И дело касается, ну,
той же мечети, которую там они говорят, там, и вот на чувствах играют людей для того, чтобы стравить. Как вы считаете, может ли эта эскалация продолжиться, если война остановится в Украине? И что мы должны в этой ситуации делать, если это будет? Но мы же понимаем одно, Аслан, что то, что происходит, скажем, в Дагестане или в другой республике, которая есть в составе СССР, да, то есть России, Россия. что это есть планомерная работа, которая ведется, разработанная по противодействию «разделяй и властвуй». Именно используют этот момент и это делают и сейчас. И они будут это делать не только у нас и в других местах, а на Кавказе, потому что там много разных народов, так разных аборигены, пришельцы, но все уже как бы стали все своими, но их тоже стравливают. Это работа, которая специальным отделом, скажем, ЦК ведется, я образно говорю. Так? Да, да. И если бы этого не хотел, скажем, Кремль, Да, они быстро там навели порядок. одним щелчком. Да, одним щелчком. Дали команду, все. А так они, значит, все это спускают, наоборот, разрабатывают, как дальше там делать. Это надо понимать. Хотя многие говорят, нет, это не так, не понимаем. Да, вот так вот. Мгм. А, Если эта эскалация будет, как нам вести АЭС? Что чеченцам, дагестанцам, аварцам, кумыкам, которые там живут? Как Но, эти? как говорится, там заложен топор войны. Понимаете? Поэтому мы еще, когда были в Чечне, когда она вшлась, мы говорили, мы не претендуем ни на какие споры, мы должны восстановить свои государства и свои территории в тех границах, которые они сейчас здесь, потому что это будет кровопролитие. Это нельзя допускать. Мы так считали, и это было решение, которое мы воспринимали так правильно, потому что мы не хотим, чтобы этот развал последовал, чтобы там пошло кровопролитие, что туда-то ввели российские или другие войска и стали нас убивать снова. Поэтому это должны понимать, это четко вот прописано, поэтому и говорилось о создании Кавказского дома безграничного там и то. Ну, это все такое вот, федерация такая. Мгм. Вот об этом это было. Слава. На территории России, ну, может, есть какие-то силы, но их не особо много. Но здесь, в Европе, разные либеральные демократы, ну, якобы оппозиция, какие-то симулякры, которые есть. Они все нас не жалуют. Они ничем не отличаются от фашиста Путина, ничем не отличаются от фашиста Патрушева. И ну, даже вот эти так называемые журналисты, журналисты язык не поворачивается их назвать, пропагандисты российские, которые на нашей крови делали себе рейтинги, себе имя, кто-то якобы защищал, кто-то ругал и на этом делал себе рейтинги. И вот эти люди могут быть потенциальными, если будут преемниками в новой России, в новой власти. Как нам быть с ними? Красные нас обманули, красные, когда с белыми воевали, просили заступиться и обманули, кинули. Демократы в 91 году тоже просили, Ельцин просил, как мы знаем, Басаев защищал Белый дом, там чеченцы активно помогали демократическому движению на России. Опять кинули, предали ну, за исключением, может быть, там Новодворска и еще пара человек там. Как нам быть с этой русской либеральной, непонятной оппозицией? Как вы Ну, считаете? как быть? Мы должны строить отношения так, чтобы было соблюдение, ровно соблюдение Конституции нашей, допустим, да, допустим, если брать у нас. Если в целом брать, чтобы было бы ровно в рамках международного права, достигнуть договоренностей. И если там говорить о том, что вот мы там сейчас создадим, допустим, сейчас развалится Россия, к примеру, что пока маловероятно, видимости нет,
что мы делаем, нам не будет никаких, мало, денег нет, все. Да, мы должны получить аванс, мы должны получить кредит для того, чтобы восстановить свою республику. Мы же не можем, скажем, мы это будем делать. И международное там сообщество, есть специальные такие фонды, есть специальные банки, есть решения, которые должны дать нам восстановиться. Мы же не просто говорим, дайте нам восстановиться, и мы будем там сидеть, окружив себя колючей проволокой и уходить не будем. Мы будем со всем миром общаться и будем искать возможности развивать нашу страну по всем направлениям. Поэтому здесь за это особо бояться не надо, хотя это будет, конечно, трудный период, я знаю. Но без этого мы оказываемся в еще худшем положении. Посмотрите, что происходит во всем мире. Если вот это вот все вот это произойдет, как мы говорим вот так вот, или к чему сейчас стремятся, то мы получим то, что если наша республика будет освобождена, мы должны там восстановить легитимную власть чеченского государства. А легитимная власть, она, значит, не может быть кому угодно, кто уехал на Запад, или беженцы, они пытаются себя власть установить здесь, разные деятели. Это не их полномочия. Они должны свое беженство здесь, значит, рассматривать и помогать легитимной власти. Вместо этого некоторые из них ведут себя совершенно неправильно. Если ведут себя неправильно, то это видят все. Это все видят, как себя ведут. Поэтому здесь особо вопросов нет, мы это понимаем все. И что дух Асан. Баркалая, Дейрейсфуль. Друзья, если есть комментарии, вопросы, задавайте вопросы. Ну вот один вопрос, который вот они заходят, постоянно задают, это фашисты, имперцы, которые пытаются обвинить нас в том, что мы разжигаем какую-то войну. Я его зачитаю, аят. Артем, чеченцы опять на те же грабли хотят наступить. Опять войны хотите, что ли? Ради чего? Ради того, чтобы такой, как ты, вообще заткнулся, и чтобы видно тебя не было. Потому что у тебя нет соображения. Мы не хотим войны, мы ни на кого не нападали. Это Российская империя и тебя такого сделала, воспитала. И всех остальных хочешь под свое плаво. Кто у вас управляет? Если ты во власти, то понятно кто-то. Если не во власти, то значит эти разговоры вести, это значит сказать нам, что мы что-то хотим. Ты хочешь, чтобы мы сидели и были рабами вашего, как же, величества? Этого никогда не было. Никогда. И не будет. Это не будет и с Украиной, и с другими народами. Вы думаете, мы весь мир завоюем, мы там установим все. Такое песни пели в Советском Союзе еще в свое время. Нет такого момента. Опять. И вообще вот эти разговоры ведут, ты хоть свое лицо покажи, кто ты и что ты, скажи. Мы тебе прямо говорим, что мы не за то, чтобы воевать. Нет. Мы за то, чтобы мирно, дружество жить. И мы даже и России, и Ельцину предлагали, давайте мирно жить. И много раз шли с ними, пытались с ними пойти на переговоры. Они всегда в спину нож. Они всегда обман. Подписаны все документы с ними. Это все пустая бумага. Ничто не означающее. Вот что происходит. И каждый раз приходит какой-нибудь лапоть там и начинает нас учить, как нам жить. Ты вот в своей семье посмотри, как вы там себя ведете друг с другом. Вот что главное. Вот это культура, а не то, что вам балет там прыгать или что-то. Не то, что там. Конечно, это тоже нужно, но я говорю, главное, чтобы какая вот семья, какие отношения в семье, какие вы воспитываете таких детей, какие-то, вот это важное. Вот это культура, очаг оттуда идет. А этого нет. Мы не хотим быть такими, как вы, то, что вы предлагаете. Вот так вот, Аслан. Спасибо, Аят. Если нет больше вопросов, друзья, я, Аят, предлагаю закончить. Нет больше вопросов, предлагаю. Все понял, спасибо за ответ, сказал вам Артем.
Спасибо, Аят, вам. Спасибо Артему за то, что понял правильно ответ. На этом я предлагаю, Аят, закончить наш сегодняшний стрим. Спасибо вам. Если есть что-то сказать, можете сказать. Нет, я уже высказался вполне. Да. Баркал Масара Дересуэль, моя ночимета, цадинах амел, вакетчдол дена, окарна, духа хазит ячдо, ночиметеш амел, хадич ночимета, юда дигдуэ. Иштихум докуэдер. Бях модел, халхетчда, цанги, элля, баркал душ. Дересуэль, Аят, Дересуэль. Всего хорошего, друзья. Спасибо. Адикюэль, Маш, Оль. До свидания. Адикюэль. Адикюэль.